давайте тогда познакомимся. Мон Оли, да, меня зовут Оля, Оли Удмуртчанин. Вот. Мое имя Рома, а по-русски как можно сказать? Ну, Ромик, Роми, вот Шубик, это от шуба, Шубик, да, вот так удмуртизируют. Ну вот Ромик, можно сказать, ну или просто Рома. Да. Вот, я заинтересовался просто, у меня бабушка удмуртская. Какой район? Ярский район. Супер, у нас почему-то север, да, преобладает? Отлично. А из Ярского знаете деревню? Ну, там они перемещались, есть деревня Яр, есть еще Верхняя Чура, но заброшенная деревня, то есть под Верхней Чуры там корни есть. Мы сегодня про Ярский район еще упомянем в связи да, с одним деятелем. Вот, я просто решил, ну, может быть, для себя его лучше поддержать, ну, все-таки культурное наследие, хотя у меня корни и украинские, и белорусские, и в общем, ну, да, это все нужно сохранить. А бабушка жива еще? Нет. Очень жаль. И там уже никого не осталось. Ну, только родственники, я имею в виду тетя, например, она, ну, она уже не так хорошо его знает, поэтому бабушка говорила, понимала. Бабушка пекла дочь? Я мало с ней виделся, я не сгадывал. Я рад. Марк? Да, Меня зовут Марк, я здесь уже не первый год. Тоже можно было все по-русски сказать. Вообще-то. Поэтому занимаемся дальше. Да, Марк из Саратова. Маша. Ну, раз ты с нами сидишь, ты просто скажи, что ты Маша, там, почему ты здесь. Можно признаться честно, что папа привел. Никуда не ребенка. Да, это Маша. У Маши прабабушка удмуртка. Да, из Алнашского района. Алексей. Мон Алексей, мон Джуч, мон Муртевел, мон Уличко, Алнашим Йорос. Мон Алнаш Йорос. Ну, будет я из Алнашского района, если вы хотите сказать. У нас вот суффикс «ищ», мы о нем еще не говорили, как, впрочем, и о суффиксе «ын». Это откуда суффикс? Так, да, вот прозвучало слово «джуч». «Джуч» — это русский. Дима. Джичбор, Мон Дмитрий, Митрей, Ола. Митрей, да, амортизация. Ишкарыш. Ишка — это Ижевск. Вообще вот в финно-угорских городах вы часто встретите такую часть кар. Кар — это городище. Ну или еще гнездо. Сыктывкар, Крымка. Да, это все городища. Ну, вот и все. Отлично. Рада тебя видеть в нашем строю. Вот. Мон Илья. Правильно говорю? Да. Мон Илья. Мон Джуч. Мон Москвыш. Москва-иш. Москва-иш. Ага. Есть еще удмуртский вариант наименования Муско. Муско. Мой. Данила, Весельмянин, Светланинского района. Супер. Свои люди. Мон Бишерман, Болезиной Яросыш. Увидел возможность изучать удмуртский язык и А из какой деревни вы? родом с села Южин. Да, известно, там церковь старая, да? Вы бывали в Южин? Мая этого года. Ну замечательно. А ты не разговариваешь, да, на языке вообще? А дома родители? Дома родители разговаривают, но больше, когда нужно, чтобы дети не слышали. Понятно, секретный язык. Хорошо. Попробуем Цель понятна. освоить секретный язык. Ага. Тот Атындышецкий шкот. Ты здесь учишься, да, в Москве? Или... Учусь работать. Мой? Джейпур, Мон Родион, Мон Джуч. И интересуюсь удмуртским языком, хочу учиться.
Хорошо. Таких много. Коля. Чичигун, Мон Николай, Мон Москович, Мон Удмурткалы Дышицкичко, Малыки Шано, Удмурткыл Душчелер. Все поняли. Да, я учусь удмуртскому языку, потому что удмуртский очень Я красивый. понял хыл. Ага, А что было язык совсем? слова. Да. Ага, Удмурткалы предлагаю. Дышицкичко, учусь удмуртскому языку. Как сказать? Кылы. Не берите вперед паровоза. У нас тут люди, которые пришли еще как 2 года назад. Да. Все постепенно, хорошо. Я понимаю, что кто-то есть, кто быстрее схватывает, у кому-то хочется быстрее. Вот. Но у нас я буду стараться, чтобы был общий темп, чтобы не было скучно. И в том числе поэтому я буду стараться приносить новый материал, который не было 2 года назад. Все забыла. Да. А я на слух воспринимаю. Мон Маша, Мон Удмурт, я из Ижевска. Ишкар? Ишкарыш. Мои родители удмуртка, я удмуртка, но я не говорю, к сожалению, на удмуртском. Мне папа в детстве учил, но все забылось и не использовал язык. Мы поможем. Да, Юля? Я-то, конечно. Да. Я уже первый помощник по изучению. Меня зовут Юля. Так, Нет. он Юля, может? Нет. Ну ладно. Почему? У него в мужском интересе. Попозже. Все будет. Собственно, как и многие из присутствующих, я уже здесь не первый год, но, к сожалению, у нас был годовой перерыв, в течение которого у меня не было возможности практиковать, и лень мне было, признаюсь честно. Поэтому Самостоятельно изучать тяжело. Да, поэтому пришла я еще раз изучить свой родной язык. Сама я из Москвы, мама у меня удмуртка, разговаривает на языке, однако меня не научила. Двоюродный брат и сестра тоже разговаривают. Вот, в детстве я ничего не понимала, хотя и на все лето меня в деревню отправляли, а теперь меня вот потянуло к корням в определенный момент. Пытаюсь учить. Так, Я да. очень рад, что много чего можно выучить. Вот какой очень небольшой. Да, смотрите, что касается учебника. Значит, мы занимались вот по такому учебнику, и, к сожалению, он закончился, его нет в типографии, он только в следующем году появится. Но один из моих учеников пару лет назад, он распечатывает эти учебники, он живет в Москве, вот, и у него можно эти учебники забрать. Я постараюсь, чтобы не каждый к нему ездил, да, и его тоже докучать. На следующее занятие я постараюсь привезти эти учебники и раздам между вами, кто придет на занятие. Вот. И плюс я буду приносить очень много распечаток, каких-то собственных наработок, плюс из каких-то других учебников распечаток. Этот учебник, к нему очень много вопросов, но плюс его в том, что у него есть аудио. Это единственный учебник, который с аудио. То есть... Нет, вот это тоже самое. ну да, но там нет как бы диалогов таких, то есть там он больше как для самостоятельного, что ли, изучения. Вот. Значит, давайте еще кратко мы расскажем тем, кто новенький, Рома, Данила, ну и Дима, да, в какой-то степени. Мы снова бегло пройдемся по фонетике. У всех вот сохранились, да, листочки с прошлого раза? У кого нет, я вам могу дать. У меня еще есть. Так, да, значит, по фонетике. У нас фонетика основана на кириллице, да, то есть алфавит построен на кириллице, но есть дополнительные буквы для обозначения особых звуков. Вот, значит, две гласные. Гласная О с двумя точками, да, и с двумя точками. О с двумя точками, она похожа чем-то на оборотную, но все-таки немножко другая. Да, как в слове «эвел». Нет, «эвел». То есть вы можете сказать «мон удмурт эвел». Я не удмурт. То есть «эвел» мы отрицаем наличие чего-либо. Не глагола отрицаем, а существование наличия чего-либо. Или «мон чучевел», да, я не
русский. Здесь вот примеры слов ЭББ, да, удмурты, если больно, говорят ЭББ, если холодно, говорят ушишиш, да. Если фу, какая гадость, то это очечеч. Дальше идет буковка И с двумя точками. Она совпадает по звучанию с И. Да. Просто она нам дается для того, чтобы показать твердость предыдущей согласной. Д, З, Л, Н, С, Т. Только эти согласные могут быть твердыми. У них есть пара мягкая и твердая. То есть только после твердых Д, З, Л, Н, С, Т может стоять И с двумя точками или То есть после других согласных мы И с двумя точками и оборотную не пишем. То есть, например, в слове дуре, да, к краю дуре, звучит как будто но мы пишем Или в слове бен, да, согласие. Бен мы тоже пишем Вот такие правила. Вот здесь И с двумя точками, видите, тут пара слов тир, где стреляют, и тир, топор. Да. Дальше есть 3 согласных буквы для обозначения особых звуков. Ж с двумя точками, как сочетание ДЖ, дж, как в английском дж, да, Джек Лондон, например. З с двумя точками в слове джеджбур это сочетание Д и З, джеджбур. Если у вас потом у новеньких останутся вопросы, давайте потом еще вернемся вот в конце урока, если останутся, просто чтобы им тоже не было скучно. Мы пока бегло так продвигаемся. Дальше. Ч с двумя точками это как звучание, как ч. Да, кочиш, кошка, или чаш, шумно. И по-особому еще произносятся мягкие С и З. Мягкие это что означает? Значит, перед ними стояли, точнее после них стоят такие буквы, как мягкий знак, да, Е, Ё, Ю, Я и. Да? То есть вот если мы видим, например, слово щачка, да, мы видим тут Я и мягкий знак после С, то мы сразу их превращаем вот примерно как ща русская, щачка. З, Ж, как Ж. Ж. Ну, как мягкая З или Ж. Да. Как в слове вожь, например. Вожь это лук и держи слово. Вожь. Да, если это вот кратко по фонетике. И вообще, кто дома послушал фонетические упражнения? Послушали? Потому что я сегодня планировала тест, не тест, а диктант. Неплохо. Введение, диктант. Так, давайте, вот те, кто новенький, вы тоже постарайтесь написать, хорошо? Я буду произносить, ваша задача на слух написать. Я вам буду подсказывать, сколько слов. Ну, обычно по 2. То есть это фразы, которые вы можете потом употреблять. Хорошо? Так, это, наверное, оставить, да? Как подсказку? Да. Ну что? Ческыт, силь. Вкусное мясо. Ческыт, 2 слова будет отдельно. Ческыт, ческыт, ческыт. Силь, мясо, силь. Ческыт, силь. Сразу будем проверять или в конце? Сразу. Ческыт, вкусный, силь. Да? А вот Л мягкая, она только в каких-то регионах встречается или вообще? Нет, она повсеместно силь. А вот это ДЗЛНСТ,
Оно, в принципе, L смягчается, только перед И она не смягчается. Нет, она обычная «э». Просто как в русском языке, наверное. Нет, я говорю, что она может быть и мягкой, и твердой. Вот Б Если не мягкий может знак быть стоит, мягкой и мягкий. твердой. Просто как по-русски. Если не стоит, то можно. наверное. Понятно. Это слово просто надо запомнить, что мясо в удмуртском языке это сыр. Слово исключение. Нет, просто Нет. по-русски. Почему? Просто Там без... И с двумя точками. С. Смотри, это мы сегодня, когда будем проходить спряжение глаголов, надо будет выбирать либо И с двумя точками, либо И обычную. И тогда вот это правило нам будет помогать. Понятно. И к этому еще вернемся. Пока просто записываем, как слышим. Значит, следующая фраза. Каша уже портится, тухнет. Джук зынджени. То есть 3 слова. Джук, зындже, зындже, ни, зындже, ни. Зынджены глагол тухнуть. Джук, зынджени. Джук, каша, да? Наверное, зындже слово было сложное. Зын – это запах, и зындже. Ой, что я сама неправильно пишу. Зындже. О. Зындже. О. Зындже. Зындже. Ни. Ни. Да, спасибо. Зындже, ни. Желтый соловей сейчас будет. Чушь, учи. 2 слова. Чушь, учи. Чушь или чужь? Чушь. Чушь. Да, для всех, повторюсь, и в первую очередь для Данила, у которого родители говорят на явно бессермянском диалекте, что мы фокусируемся на литературный язык, потому что все диалекты выучить невозможно, все говоры. Вот. Чушь, желтый, учи. Ну как, вообще угадываете или Окончание. Учи. С окончанием нельзя. Ладно, не сильно буду вас Я мучить. не написала. Хочо, хочерте. Сорока стрекочет. Хочо, хочо. Кычерте. Кычерте. Хочо, кычерте. Хочо, кычерте. Дима, ты он хочешь нечего? Как говорится? Сорока стрекочет. У каждой птицы свой вот собственный глагол. Воробей делает одно и так далее. Ладно, это было последнее слово, чтобы вас не сильно мучить. Хочо. Хочо – это сорока. Хочо. Кычерте. 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 Я точки забывал писать сегодня. Ну, если бы без точек, это было бы хочо, кычерте. А я так и думал, что писать. Так, ну что, давайте пойдем сейчас дальше. И у нас будет сегодня большая грамматическая тема. Это спряжение глаголов. Так, сделайте, пожалуйста, спряжение глаголов. Можно было так. Вот Алексей еще. Да, сейчас до вас тоже дойдем. Хорошо забытая старая. Нет, Нет, там есть дополнение в спряжении глагола, там есть дополнение. Какие еще спряжения? Это что? Какие еще спряжения? За 2 года русский язык изменился. Это что, спряжение? Да, есть. Это старая. Да, тут все формы глагола. Тут, кстати, я пару ошибок нашла. Итак. Лен, ты как раз вовремя. Диктант пропустила, но на спряжение пошла. Молодец.
разобраться с утвердительной формой. На самом-то деле, как бы сильно сложного ничего нет. Есть спряжение, есть свои нюансы, которые вы запомните, и все будет хорошо. Помните, на прошлом уроке мы с вами учили песню? Да? Читали песню? Да. И там уже в первой строчке в названии уже было спряжение глаголов в первом лице. Я живу в деревне. Итак, все глаголы удмуртского языка можно поделить на две большие группы. Вот у вас тоже таблица сделана. Значит, первая и вторая группа. Первая группа, первый тип. Это все глаголы, которые заканчиваются на «ыны». Начальная форма. Смотреть, стоять, слышать. Да, вот в русском языке тоже за счет «те» у нас получается начальная форма. В удмуртском языке это суффикс «ны». И первый тип глаголов, который заканчивается на «ыны», то есть «ы», да, предшествует «ны». Это такие глаголы, как «улыны» – жить, «вожжены» – держать, «отжены» – видеть, да, «пошкны» – уходить. Это вот все тут у вас перечислено в таблице. Второй тип глаголов – это глаголы, которые заканчиваются на «аны», «яны». «Уяны» – плавать, «валаны» – понимать. Второй тип мы рассмотрим чуть позже. Сейчас мы с вами сконцентрируемся на первом типе, потому что он немножко сложный, и у него есть подтипы, подгруппы. Значит, смотрите, есть в первом типе глаголов, значит, это все глаголы, которые заканчиваются на «ыны». И здесь алгоритм такой, что мы должны взять основу. То есть, например, глагол «витины». Да? Мы вот это «ыны» отсекаем и работаем вот с этой основой. То есть нам вот эта основа важна. И в зависимости от того, на что эта основа заканчивается, у нас будет три группы вариантов. Три варианта. Если основа заканчивается на твердую, да? Твердое «д», «з», «л», «н», «с», «т». Твердое «д», «з», «л», «н», «с», «т». Например, как в глаголе «лещтыны» – делать. Лещтыны. То есть вот это мы «ы» отсекаем, у нас остается основа «лещт». И к ней будут добавляться суффиксы по всем лицам. У каждого лица будет свой особенный суффикс. То есть вот есть основы на твердую «д», «з», «л», «н», «с», «т». Есть вторая подгруппа, второй подтип. Это мягкое «д», «з», «л», «н», «с», «т». Как вот в глаголе «витины». Да, я написала. Вить. Угу. И будет смешанный тип. Смешанный. Он будет немножко из этого брать, немножко из этого брать. И эти глаголы просто надо запомнить. Значит, сюда будут такие глаголы, которые на «к», на «дж» заканчиваются. «К», «дж», например. А вот эти глаголы, как «юны», которые на гласные заканчиваются, их просто надо запомнить. Они тоже будут смешанного типа. На гласную, да, заканчиваются. Например, как «юны», «юны», «щины» и так далее. Их мы отдельно посмотрим, их не так много, этих глаголов. Итак, давайте посмотрим с вами. Посмотрим с вами первую группу, твердая и даже, может быть, в паре. Лучше в паре посмотрим. Оля, можно спросить? Да. А вот в «вожманы» есть такой глагол? Есть «витины» и «вожманы». Это два глагола, которые означают одно и то же – ждать. Потому что мы «вожманы». «Витины» – это более северный вариант. У «вожманы» есть еще второе значение «послушать». Вот, да, так, и вот, давайте с вами посмотрим,
первую и вторую группу, и твердую, и мягкую, мы брали витины и лаштыны, да? Везде основа будет сохраняться. То есть мы основу везде можем прописать. Лешт, лешт, джечбур, беромиш, адямит, запаздывающий. Штрафной надо будет диктар выписать. Вон место. Лешт. Да? То есть везде будет основа одна и та же. Основа не будет меняться. Потому что мягкий знак будет выпадать, он будет свою функцию передавать другой гласной. Вид и вид. Помните, у нас глагол был улычко, да, в этом песне. Улычко, я живу. То есть глагол у и ишко, суффикс. Значит, в первом лице будет ишко, лештишко, суффикс, но, вот, смотрите, это суффикс ишко, но что нам надо? Нам надо здесь показать, что это твердое Т, а здесь надо показать, что это мягкое Т. Поэтому что мы делаем? Точечки. Правильно, мы здесь ставим две точки. Понимаете? То есть, как бы, звучание-то одно и то же ишко. Просто здесь была основа твердая, а здесь мягкая. И вот этот мягкий знак, он переходит в и. За счет и мы показываем мягкость основы. Да, я сюда пропишу эти глаголы, чтобы было легче. Лештыны и витины. Во втором лице будет ишкод, уже добавляется д, да, второе лицо, это у нас будет суффикс д дополнительно. Ишкод, лештишкод и витишкод. Что мы снова делаем? Отверждаем. Да, мы снова показываем, что т, она твердая. Мы снова ставим точку. А в третьем лице единственного числа он, она, оно. В удмуртском языке нет родов, да, как мы говорили. У нас будет вариант для твердой а для мягкой, как думаете, е. То есть леште и вите. Леште он делает, вите он, оно ждет. Что я полетела, да? Так, мы. Лештишко мы. То есть у нас вот ишко в настоящее время сохраняется. Дальше добавляется м и факультативное. Ми лештишко. Снова нам надо подчеркнуть твердость т. Мы ставим две точки. Ми лештишко, либо ми лештишко мы. Да? И вити, как будет? Витишком мы или витишком? Тоже. Это что, второй суффикс? Да. Да, вот это мы показывает, что это ми. Это ми, что это мы, нас много. Слово там одно слово из 33 букв, да? Правильно помнишь. Ты, вы, лештишкоды. То есть у нас, смотрите, какой
ответ, да? У нас лештишкот совпадает, и мы добавляем «ы», чтобы показать, что у вас много. Вы. Лештишкоды, снова мы показываем что-то твердое. И витишкоды. Не выпадает. Потому что совпадает Нет, с единством. нет, если здесь «ы» выпадет, у нас совпадение форм будет. Это недопустимо. Да, здесь в третьем лице у нас получается твердый вариант это «о», а в этом варианте в мягком «ё». «Ё». Правильно. «Витё». Соос что? Соос «витё». Итак, давайте еще раз. Значит, в первом лице у нас ишко вариант. Для твердой основы мы берем и ставим 2 точки, чтобы показать, что это твердая основа. В мягкой основе нам достаточно просто «и». Тон лештишкот, тон витишкот. Здесь у нас добавляется уже показатель лица, что это тон, что это ты. Да? Солыште, совите. Для твердой основы вариант для мягкой основы «е». Ми лештишко мы делаем, да, мы здесь уже добавляем «мы» как показатель множественного числа и факультативное. Витишко мы, да, тоже и факультативное. Ты лештишкоды, ты витишкоды. Здесь уже у нас суффикс ишко и плюс суффикс ды. Ишко и плюс суффикс ды. И не факультативное, иначе совпадение форм будет. Соос что «о» для твердого варианта и «витё» «ё» для мягкого варианта. Паламона, понятно? Ну, мы сейчас посмотрим еще пример. Давайте вот как раз глагол «улыны». Попробуйте каждый самостоятельно, пожалуйста. Вот «улыны». Во-первых, давайте определимся. У нас, значит, такой алгоритм. Мы отсекаем «ны» и смотрим, вот основа у нас мягкая или твердая. Какая это основа? Твердая, правильно? Твердая основа, значит, делаем по примеру. Это же неопределенная форма глагола «улыны». Да, жить. Это неопределенная форма. Да, инфинитив. Начальная. Надо проспрягать. Да, пожалуйста. Глагол «улыны» самостоятельно. Письменно. Я понимаю, сейчас мы потом устно тоже будем. Ну хоть в чем? Чус. Чашенкаре. Чус. Тихо. Что начинаешь? Дальше. Готовы? Угу. Даю еще время. Алексей, это сейчас понадобится нам листочек. Пожалуйста. Все, Ваня звук, мистер, вместе всем. Ну что, все готовы, да? Катя справилась? Да. Угу. Это жизнь, Улишко. Да. Поэтому у нас песня была «Я живу в деревне, мой гуртын улышко». Да, на нашем уроке? Угу. Сейчас, Маша. Так, ну, голоды, да. Угу. Все, дальше. Рома, как будет первая форма? Я получилось «улышко». Да, что мы ставим? Суффикс «ишко». Да, с точками. Шонер, Лена, тон, шонер. Соло. Ага, и оборотную, да? Угу. Катя, мы
уличко мы. Мой. Ты, улочка, да? Шанер. Я. Солос, уло. Тоже мой. А сейчас мы будем делать устно то же самое. Значит, смотрите, я всем раздала листочки с глаголами. Это, ну, скажем так, базовые глаголы, которые надо будет выучить, знать их Они значение. все твердые. А мы третий. Они разные. Не, я знаю, что они разные. Наша задача сейчас выбрать твердую и мягкую основу, вот эти глаголы, да? Давайте сделаем так, что каждый выберет себе по глаголу. Но мы попробуем сейчас, я даже не выберу, у нас не будет выбора, я скажу. Так, значит, Надя от Джины. Уже смешанный тип. Один это же смешанный тип. Нет, Джины. подожди. Там окончание. Да, мы его еще не брали. Баштыны, Не выбирай. баштыны, бегатыны, Юля. Так, валектыны, Маша. Верашкыны, Коля. Ветлыны, Родион. Данила, Вожжины. Дышецкыны, Илья. И жены спать Дима. А Алексею достанется Карыны. Карыны это у нас... Нет, Карыны это у нас смешанный тип, не надо. Кертыны. Кертыны. Так, это у нас Дима получил свой глагол, да? Катя у нас лещтыны делать. Да, можно записать себе, если вам легче. Лыктыны Марк, мыныны Лена, отины звать Рома. Все? Сейчас подождем других. Если ты готова, можешь следующую еще взять себе с конца. Свободно. Я латыны, например. О, Я я обожаю. Это единственный глагол, который я с детства знаю. Первый глагол жизни. Да, первый слог. Да, кто сделал, вы можете брать еще второй глагол, мы просто дождемся тех, кто доделает первый. Я хотел спросить, а дышетканы это учить? Дышетканы учиться, правильно? Дышетыны Тыны, учить ага. кого-то, дышетсканы учиться А самому. вот СК это... Возврат. Да. Он... Переходность на переходность он будет. То есть, например, щины есть, щишканы кушать. Да, вот у нас как раз 34-й, 35-й глагол здесь тоже они представлены. То есть я ем кашу, мы об этом, кстати, сегодня еще тоже должны успеть поговорить. Щины всегда что-то, а щишканы это процесс. Я в процессе ем. Угу. Ну, Марк, дальше? Дальше. Так, сейчас Лена, Маша. Да, папа. Сейчас Рома еще напишет. Устно, Ничего, да, вы устное же задание, не текст- письменное. Ну, нет, может быть, легче письменно. Сейчас я уже почти закончил. Рома, мы не торопим. Нет. Да. Мы не торопим. Знаешь, что сегодня праздник Красавского? Я видела, что он там очень активный. Молодец. Да. Ну что, дальше? Так, ой, долой, каждый презентует свой глагол, да? Баштыны. Баштыны, да. Баштыны. Мон баштышко, он баштышко, со баште. Ми баштышко, ты баштышко, ты, сос башто. Шоне. Баштыны брать, покупать. Богатыны. Богатыны мочь. Основное значение физическая возможность от слова быгыт мышца, но сейчас в удмуртском зачастую используется и как возможность просто сделать что-то. Богатышко, богатышко, Со богате. ми богатышко, и богатышко, сос богато. Раз тут Юля начала северный вариант произношения, ударения использовать. Смотрите, в удмуртском языке ударение, за некоторым исключением, всегда падает на последний слог. То есть лештишко,
лещтишко мы, лещтишко ды, лещто. Но в северном диалекте лещтишкомы, лещтишкоды, то есть нам предпоследний падает. И я этим тоже грешу, поэтому знаете, что в литературном языке на последний слог, но вот в глагольном сближении настоящего времени северяне делают на предпоследний слог, и если я так делаю, то... Кстати, в передачах никогда не звучит «мы». Всегда «кишком», «куцкишком». Это разговорный. На удмуртии. Да, это Все предпочтение. равно разговорный. Видимо, это уже норма, просто может мало быть, да. отсекается уже. Слушай, в русском языке тоже кофе средний род теперь норма. Ну да. Ага, только он все равно мужского рода, а среднего говно и Министерство образования. Ладно, все тихо. Так, Маша. А еще во всех словах не только глагол. Да, во всех словах, только в повелительном будет и в ряде слов. Балыктыны. Балыктыны объяснять. Мон балыктышко, он балыктышкот, со балыкте, ми балыктышконы, ты балыктышкоды, соос балыкто. Шане, по типу лещтыны. Коля? Вирочкины. Верочкины разговаривать. Мон вирочкишко, тон вирочкишко, со вирочке, ми вирочкишком, ты вирочкишкоды, сос вирочко. Тоже Смешно, но, по-моему, в отрицании, да, по-другому? Какой? Окончание на «к». По-другому так становится. Родион. Когда мы вообще Ветлыны. Ветлыны ходить, посещать. Мон ветличко, тон ветличко, со ветле. Ми ветличко мы, ти ветличко ды, соос ветло. Тоже мой, Данила. Вожжены держать, да? Что у нас тут происходит? О, убирали знак. Да, убирали этот знак. И как его произносить? Мон вожичко, тон вожичко, сон воже, Совоже, да? То есть мягких знаков нет, только две. ми вожичками, Вожжичко мы, там, где О, мы четко О произносим. ты вожичкоды Шоне. и соос воже. Вожжо, шоне, ё на конце. Воз и ё. Вожжо. Мон дышет кишко, тон дышет кишкод, со дышетске, Ке, дышецке. дышетске. Вот это сочетание ТС, по-моему, я упоминала на прошлом уроке, он такой будет похожий на С. Дышецке. Дышетске. Ми дышет кишкомы. Ми дышецки шкомы. Ми ты дышетски шкоды. Шоне. Ага. Сос дышетско. Шоне. И сос дышецко. Дима. Мон ижишко, тон ижишко, со иже, ми ижишко, ти ижишкоды, сос ижо. Шоне. Катя. Лещтыны. Мон лещтишко, тон лещтишкот, со лещте, ми лещтишко мы, ти лещтишкоды, сош лещте. Да, никто не сказал, что мы это уже скрывали. Да, Марк? Можно было прочитать. Мон кишко, тон кишко, со Шоне. ми лыкишкоми, и лыкишкоды, со лыкто. Шоне. Мы не лещти, идти ехать. Он вымещу, то он вымещу, со, мы, ми, мынышко мы, ты, мынышко ды, соос, мыно. Тоже мой. Рома. У меня глагол отюны. 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 Как вам повезло, да? Отюны. Мон
мягким знаком, что происходит? Он выпадает, вот это «и», она показывает что-то мягкое. То есть мы абсолютно как по принципу святины глагола. Этишко, дальше. Тон отишкот. Этишко. Не хочу ассоциацию, да, как бы, ну, как будто немножко подташнивает. Этишкот. Отие. Этишком мы. Этишкоты. То есть везде мягкий знак убираем. Данила может порадоваться, в бессерменском языке этого звука нет. Какого? Это как произносится. О с двумя точками нет, она как произносится. Ну, сейчас уже под влиянием. Как это бессерменский? Да, там есть кое-какие особенности фонетической функции. Да. Ну, и в башкир тоже. Башкирский и бессерменский в чем-то даже ближе. Ну что, давайте посмотрим смешанный тип. Смешанный тип — это у нас глагол, который на «к» заканчиваются, да. Например, глагол «карны». Ну, Коля у нас молодец, да. Смотрите, здесь в чем различие, что в форме «соос», да, у нас «неё» — это нормально. Вот, в форме, давайте просто прочитаем, и потом я так обращу внимание ваше. Например, прочитает, ну пусть Надя прочитает. Да, смон. Мон кошкишко, тон кошкишко, со кошке, ми кошкишко мы, ты кошкишко ды, сос кошко. Вот смотрите, да, здесь у нас, как я говорила, «и» с двумя точками может употребляться только после твердых ДЗЛНСТ. «К» у нас не имеет пару твердости и мягкости, поэтому тут всегда «и». И вот как в слове «эскалатор», тоже не может употребляться после «к». Хотя вроде звучит «кошке», да, хочется написать но пишется «е». И вот в форме «соос» мы пишем не «ё», а «о». Кошко. Поэтому я говорю, это такой смешанный тип, где нет «ё» во множественном числе третьего лица, а стоит «о». По такому же типу, например, будет спрягаться глагол «карны», «аджины», «дышецкны», «верашкны», да, то, что спрягали уже. Вот, давайте посмотрим спряжение глагола «юны». Он будет часто нам встречаться. Маша, учи, пожалуйста. Мон юшко, тон юшко, со юэ, ми юшко ми, ти юшко ди, со юэ. Глагол просто запомните, как меняется. Вот после «ю» основы и после «у» основы в третьем лице единственного числа мы ставим оборотное. Вот глагол «вуны» тоже будет по такому же типу. Глагол «луны». «Вуны» — это созревать. Да, вот мы сейчас здесь. «Вуны», «луны» по такому же типу будут глаголы. Глагол «щины». «Щины». Тут, значит, можно его тоже запомнить. «Щие», «со-щие», себе отметьте, ладно? И «соос», «щиё». Только третье лицо я отметила, потому что в остальных лицах будет как у юишко. То есть щишко, щишко, щие, «со-щие», ми щишко, мы, ты щишко, да, сос щиё. Это рядом с «ю». Щины — это точно так же, как жили на мягкие. Ну да, но просто они на глаз, просто на глаз не заканчивается, поэтому можно туда записать. А мне уже записано. Так, и вот есть еще такая группа глаголов, да, просто чтобы
чтобы ими не пугаться, они есть, их не так много. Они в начальной форме пишутся через и краткую «ы», «ир-яны». Вот, и краткая сохраняется, но в третьем лице она переходит в твердый знак. Но это уже немножко со звездочкой, да, это преимущественно для тех, кто изучал уже удмуртский, чтобы вы знали, что есть вот такой глагол, и в диктанте, по-моему, было что-то такое с таким глаголом, он такой хитренький. Вот, вы его будете встречать редко, поэтому особо на нем не заморачиваюсь. Значит, вот основные вы запомнили, что у нас происходит вот с ОЙО, там, да, вот надо будет разбираться. Но это вопрос практики, и в принципе в произношении этого, ну, как бы незаметно, это именно на письме. Вот. И давайте посмотрим вторую группу глаголов, она легче, второй тип, это глаголы, которые заканчиваются на ан и ян. Да? У нас получается, мы используем основу на гласную. Я рядом оставлю вот спряжение витишком, чтобы вы видели. Например, возьмем глагол уяны. Да? Уяны плавать. Угу. Опять основа во всех формах, во всех лицах остается. Уя, 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 уя. Угу. И раз у нас уже есть гласная, то мы добавляем безгласную. Мы добавляем уяшко. Да? То есть здесь у нас нужна была и, чтобы не ско было. А здесь уже за счет того, что есть гласная я, мы уже опускаем гласную. Тон уяшкод. Да? То же самое у нас уже добавляется суффикс «д» для показателя лица второго. Со уя. Здесь вообще ноль, ничего не добавляется. Ни уя шко, да, интерпретативно. Ты уя шкоды. Угу. Здесь и обязательно, чтобы не было совпадения формы с единственным лицом. И соус уяло. Уяло. Давайте попробуем устно вот по кругу пустить глагол. Значит, Данила, глагол малпаны, думать, малпаны. Думать, планировать. Значит, у нас алгоритм какой? Мы берем основу малпа, мы отсекаем и работаем с малпа. Я думаю. Угу, Родион. Том малпашко. Угу, Коля. Со малпа. Маша. Ми малашко мы. Малпашко мы. Малпашко мы. Угу, Юля. Малпашко мы. Надя. Сос малпало. Угу. Глагол валаны, понимать. У нас он есть в списке. Угу. Валаны, Рома, понимать, я. Волосько. Мон валашко. Угу. Том волосько. Угу. Лена. Совала. Ага, Мак. Мимо пачком. Мы уже подумали, уже понимаем. Угу. Валаны глагол. Да. Волочком. Вала. Шанер. Валало. Ай, да, у нас Леша там остается за бортом. Давай, Леша, вузаны продавать глагол. Я. Мон вузачко. Угу. Тон Илья. вузашкод. Ага, Данила. Свожа. Вуза. Угу. Основа остается. Ми вузачко. Коля. Ти вузачкоди. Угу. Сос. Вуза. Вуза. Ага. Так, значит, сейчас будет такое задание. Ой, Маша. Не Маша. Не Маша. Значит, каждый сейчас получит карточку. Так, это теперь, пожалуйста.
Сзади на карточке написано... Коль, Далаша, девочка? Плащ-палочки, да. А там картинки есть. По картинкам можно Значит, все получили карточки. У всех должно быть 3 карточки, да? Ну, у кого-то может быть даже больше. Да. Нормально. Вот, больше, потому что там несколько глаголов может подходить. Значит, сейчас задача такая. У вас там за карточкой написано, что это, кто это. Всем понятно, да, что это? Посмотрите. То есть, например... Что-то так много, а у них всего 3. Да, это вот кочиш или писей, да, пищай, кошка. Это чобик, рыба. И глагол. И дам глагол. Да? Значит, во-первых, все глагол свой, пожалуйста, определите его начальную форму и распрягайте. Хорошо? Как бы я это делаю по значению, могу подсказать. Давай я тебе один оставим. Ну, тебе двойная тогда. Давай, Маша, ты у тебя может полегче. Давай вот этот глагол тебе. Потому что он тоже подходит. Можно это именно Готовить. Ну, мы разберем потом, да. Вы сейчас попробуйте начальную форму сделать, а потом по значению мы глагол сами поговорим. Йонатаны. Лечить. Енатыны. Лечить, да. Улечить очень много слов в удмуртском для лечить диалектных разных. Не, можно устно. Просто если вы письменно делаете, у вас как бы лучше ложится все. Ошибки лучше видны. Поэтому можно устно, но у письменного есть свои плюсы. Нашли все, определились со своими глаголами. Вы в процессе еще, да? В процессе? Ну все, давайте тогда посмотрим быстренько, у кого какие глаголы. Так, Рома Куцкая. Рома, начни, пожалуйста. Куте, да, куте. У всех в третьем лице единственного числа глагола. Это третье лицо будет. Да, да. Тогда, вот это как кутысько. Да. Это я. Кутыны глагол. Он означает ловить, поймать. И в том числе, например, перепечь кутыны, стряпать перепечь кутыны, это именно хватать. Хватать, да, тазалу. Потому что перепечь мы же защипываем. И перьянь кутыны тоже, это мы защипываем. Кутыны, да? Куте, кутыськоды и куто. Угу, что нет? У нас какой это глагол? Второй тип. Да, второй тип. Нет. Первый. Да, у нас основа твердая, кут. Да, это. Да, поэтому у нас будет спрягаться как глагол лещтыны. Вот, он будет как это. Сначала слово куте заканчивается. Нет, это все третье лицо. Третье лицо. Лена?
Солбавай, воешь, дом. Мгм. Ну, я думаю, что это воины приносить. Войны, да. Глагол войны приносить. Он, знаете, хитер тем, что в удмуртском языке в 2002 году были изменения внесены в орфографию, и до сих пор вот спорят над этим глаголом войны «со-вое» писать или «со-вое» с икраткой. И до сих пор не определились. Кто-то так пишет, кто-то нет. Если кто-то поддерживает эту реформу орфографическую, кто-то нет. В диктанте в удмуртском, например, мне те, кто пишет, сказали, что мы просто убираем спорные глаголы, спорные запятые, и все. Проблема решена. Ага. Мон вэйшко, дом вэйшко, со вае, ми вэйшко мы, ти вэйшко ды, суос, так, вае. Вайо, правильно, да. То есть ва и плюс ё. Смарт. У меня ярате. Яратыны, любить. Карлсон, варенье, ярате. Да. Ну там, по-моему, падеж пропустит. Нет, не нужен. Варенье яраты нет. Варенье А яраты. если, допустим, варенье любит Карлсон, то тогда нужно Карлсон S, да? Если будет, например, любит варенье, а вот этот джем нет. Ну, понятно, даже. Вот тогда. Конкретное Ну, тут яратыны, яратышко, яратышко, ярате, яратышкомы, яратышкоды, ярато. Шонер, Катя. Керте. Керте, кертыны, вязать. Вязать. Чужай, поезжи, керте. 15-й глагол в списке. Мон киртышко, тон киртышко, со керте, ми киртышко, ми, ти киртышко, ды, сос кирто. Угу. Тикер, ты. Угу. По типу лэштыны у нас, да, спрягаются. Дима. Пухтыны. Куджири. Кужери, корка. Пухты. А не корка? Нет, корка. Здесь тоже в удмуртском языке винительный падеж, там есть нюансы, мы до них дойдем еще. Здесь просто подчеркивается действие. Он строит дом. Мы не знаем, что за дом себе, кому-то. Пухты это Пухтыны это не сидит, строит. ставить, сажать. Буквально кого-то Понял, сажать. Да. глагол Пухтыны понял. сажать, строить. Ну Мгм. тогда Цветы сажать. Да. пухтышко, сок пухте, Мгм. потом ми пухтышко, ти пухтышкоды, сос то. Пукто, шонер по типу лэштыны. Олёш. Пияж чуте штанга. Ага. Видимо, Я силач. штанга джуте, да? Если правильный порядок слов мы делаем, у нас сначала тот, кто действие совершает, потом что он делает, и глагол только в конце. Точнее, да. Что? Спортсмен, да, это получается? Ну, пияж это мальчишка, А, парень. мальчик. Да. Спортсмен это спортсмен же и будет. Получается мон джутишко. Джутышко. Джутишко. Джутыный глагол, у нас здесь его нету, поднимать. Угу. Тон джутишко. Ага. Со джуте. Ми джутишко мы. Ти джутишкоды. Сос джуто. Шонер. Джутыны. Угу. Илья. Птица дерево лечит. Ага. Сысь. Сиж это дятел. Сиж. Сысь. Песку енате. Угу. Мон енатышко. Тон енатышко. Со енате. Ми енатышко мы. Ты енатышко ды. Соос енато. Шонер. Енатыны. Угу. Данила. Тыло бурдо, везде Тыло бурдо это птица. Буквально переводится как тыл это перо, бурд это крыло. Пернатый. Крыла. Пернатокрылый. Тыло бурдо, да. Есть такая группа в Ижевске даже песенка. Птица Тыло колобордо. бурдо, да. Юнатуны это лечить, да? Да. Угу. Оздоравливать. Угу. глагол кужины, Угу. мон куличко, тон
Кылзичко. Кылзыны 18 глагол слушать у нас. Со кылзе. Ми кылзичком. Кылзичкоды. Соос кылзо. Шонер, Родион. Шушьял, бибича. Чушья, ежик. Собирает грибы, губи. Губи. Губи, ага. Слушаем. Глагол бичаны. Мон бичачко. Тон бичачкот. Со бича. Ми бичачкомы. Ти бичачкоды. Соос бичало. Глагол бичаны собирать. И есть у него еще пара. Люканы. Бичаны, как правило, используют север, а люканы север, бичаны юг. Коля? Буратино легал лычи. Глагол лычины. Мон лычишко, тон лычишко, со лыче, ми лычишком, ти лычишкоды, соус лыче. Мой. Собака несет. Ну, было ерье, я у тебя отобрала, и несет. Да, теперь несет. Ну, иный глагол нести, он у нас здесь тоже должен быть в списке, 25-й. Монлышко, тонлышко, сомле, милышкоми, тилышкоми, соосмуэ. По типу как юны. То есть нуэ после у нас оборотное идет. Ладно. Я. Нылаш джукще. У нас было пияш, да, мальчишка, парень, пияш. И есть нылаш. Да, то есть вот есть пи и ныл. Пи это мальчик, ныл это девочка. Яш, ну, как бы, не знаю, более, да, может быть, как ласковый, что ли. Нылаш, пияш. Девчонка. Да. Машенька. Давай. С кашей связано. Глагол щины. Да, есть. Чин у нас 35-й. Когда у нас есть объект каша, то мы употребляем глагол щины. Когда просто Маша кушает, то мы говорим щишкины. Маша щишке. А тут у нас есть каша. Сразу все меняется. Он щишкот, сошье, ми щишкомы, ти щишкоды, сос чья. Тоже мой. Ибер Мети, Надя. Чужай, перемен пыра. Пыраны — это второй. Пыраны — это глагол у нас здесь тоже есть. 29-й. Это именно приготовить еду. Второй тип. Пырашко, пырашкот, пыра, пырашкомы, пырашкоды, пырало. Шонер, тоже мой. Итак, значит, следующее задание такое. Надо разбиться в парах. Раз. Маша, Коля, Родион, Данил, Илья, Дима. Так, Катя, к Алексею подсядешь, да, тогда хорошо. Вы тогда в паре Лена, Рома. Я к Марку тогда подойду. Нет, Марк, может, с Машей, Марк. Итак, значит, попробуйте позадавать друг другу вопросы, но смотрите, прежде чем мы перейдем к вопросам, пока да, не меняете свое местоположение, я кратко вам расскажу о том, что в удмуртском языке есть два типа интонации вопросительных предложений. Да? Значит, смотрите, есть первый тип с вопросительным словом. Да? Вопросительное слово это что? Это кин, кто, мар, что. У нас было еще кычемар, улышко, да, на первом уроке. Как ты поживаешь? А вторая фраза, что значит? Что ты делаешь? Мар это что? Помните, у нас слово было инмар? Я вам говорила об этом. Да? Небо, что? Значит, я подумала, потому что сегодня это слово будет. Инмар, ин небо, мар что? Что ты делаешь? Да, мар толкавишкот. Как ты живешь? Кычемар, лышкот. Это все вопросительные слова. Кычемар, мар и кин. Если вопросительное слово, то у нас интонация сверху вниз.
вниз, как бы под горочку. У нас самое в фокусе у нас вопросительное слово, да, но вот первое, оно в вопросе. Мы к нему можем добавить еще для усиления частицу «о». Киното, да, это прям такая удмуртизация, особенно, ну, можгинцы, по-моему, вот они в тех краях. Кинотон, кинотон. Маротон каришкот. Маротон каришкот, да? Маро. Вот так тоже разговаривают. Чё? Маро, чё? Соответственно. Вот. Кычемару улишкот. То есть вот частица «о», она для усиления такого, ну, эмоционального, что ли, экспрессии такой. То есть вот это вопросительный вариант, когда есть вопросительное слово. Второй тип предложения, когда вопросительного слова нет. Нам же надо подчеркнуть, да, что это вопрос. И мы добавляем частицу «а». И она может добавляться к любому слову, которое будет в фокусе. На что мы хотим поставить в фокусе. Например, сейчас, так, какие у нас были там варианты? Чушьял губибича, да, например. Ежик собирает грибы. Губибича. Чушьял. Значит, мы можем спросить, ежик, а не бабочка? Чушьяла? Чушьял-а. Губибича. Я вот так только, ладно, буду, что ли? Чушьяла. У нас, получается, нам важнее всего узнать ежик. Ежик или кто там. Да? Вот. Значит, если нам важно, он грибы собирает или ягоды? Чушьял губия. Губи-а. Бича. Да? То есть именно что грибы, а не ягоды. Губи-а. Бича. И третье, например, вы хотите узнать, вообще ежики грибы собирают или нет? Или они их просто едят, оставляют, пинают, там, не знаю, ходят, пинают по лесу. Чушья губи бича. А можно ко всем трем поставить вопросительную частицу? Одновременно? Яла, губия бича. В Сардане можно все. Это мой любимый город, что? Сардан — это такое нарицательное уже имя. Сардан — это населенный пункт на юге республики, там есть психиатрическая больница. А на севере есть Шур, Заречная, да, там тоже есть психиатрическая, у нас тоже говорят, его надо в Шур уже отправить. В Москве прокачка. А у нас говорят, сейчас скажу, ушки, как? Нет, у нас обычно это говорят, сейчас слышно. Короче, если тебе нечем заняться, как это будет по-русски? Уже до вилки? Нет, по-другому. Вспомнишь, расскажешь? Да. Итак, разобрались, да? Значит, смотрите, с вопросительным словом интонация вниз. Если у нас нет вопросительного слова, мы сами определяем, что нам интереснее всего, и к нему добавляем частицу «а». Смотрите, у вас у каждого есть карточки, вы сейчас в парах делаете такие диалоги, да? Чечбур. Пока русу. Ну вот вы да, вы со мной будете, у меня будет, например, мышка. Да, вы, значит, пытаетесь сделать такой диалог, что «Здравствуй, здравствуй, ты кто? Представляетесь». Нет, вы не знаете, что это мышка еще. Вот. Другой человек говорит, Мон, например, песчаная. Мон песчаная, да. Что ты делаешь? Как ты живешь? Как ты живешь? У нас ответ есть вот на первой распечатке. Кычемар мой джейч. Можно сказать спасибо. А может не да.
Давайте лучше сделаем так. Марк с Леной, я с Ромой тогда, ладно, чтобы Не бегать. Да, и тем более вы можете Лену направить. Уж по нитке алтау Не поняла. Уж по нитке алтау буртемы. Ужлы по нитке? Нет, у нас нет, просто уж по нитке алтау буртемы. Алтау деревня, а почему туда? Если нечего делать, иди, езжай в Потому что поселок, Алама где- Куака, Алтау Буртем на Ук, забыла слово, не присаживается. Потому что там дороги размываются весной и осенью, из-за дождя. Из-за этого так говорят в соседних деревнях. Типа, если тебе нечем заняться, езжай. Понятно, Алама понятно. Куака, но Алтау Буртем, Алтау Палан, Укше. Вот. Так, то есть попытайтесь сделать диалог такой. Вы знакомитесь, человек рассказывает, что он делает, и вы можете переспросить. Ты там, например, что? Тон пельнями пирожкот, яки пирожки. Да? А что спрашивать? У вас? Что у вас? У вас птичка? У вас птичка и... Смотрите, вы спрашиваете, например, муравьев. Ты дом строишь? Ты строишь дом? Понятно. А у тебя есть еще какой-то Да. Тон. И запоминайте, что скажет сосед, вам надо будет о нем рассказать. Ух ты, что. Так. Тон, порка. Оля, у нас Ух ты, вопрос. что. Олечка, да. Полетели? Что у вас? У нас вопрос. Давайте вы заинтересуетесь, ладно? Нет, у нас вопрос есть. Тон, порка. Кот, Ну, я бы сказала, можно ты Ака. Шир. Он шир. Марс, он корешок. Да, смотрите, да, правильный закономерный вопрос. Обратите внимание, как сказать «да». Бен, да, подтверждается. Бен, да, он, бла-бла-бла. Бен, мон, корка, Если вы хотите отрицание сделать, то мы пока сделаем уг, я не, и вы утвердительную форму пишите, например, уг, мон, например, что дерево, что можно ставить, мон, гараж, пешком. И Тон, швецку. Я могу ответить, конечно, но это не будет. Монши, Ну, конечно, монтыш, зерно, монтыш, юкашко. Нет, он еще другое бывает. Он же человек.
Играть с игрушкой. А, Что у него сын. Надо Там разница в том, что множественное число, поэтому вы. То есть это Да, по-любому. да, это отдельно, да. То есть тогда шодонен было бы. Ну, и Да. Ключевая, это уже Там Людей не тушкой. Но что? Вспоминайте еще, помните, на прошлом уроке было «я тоже». Монно. Кто это? Я тоже. Монно. Чтобы не повторяться, допустим, вопрос, как ты наживаешь. Можно ответить хорошо. Монно. Ой. Наверное, все, да? Все. Можно переспросить. Тон чоловіка тишко. Да. Можно ли ты ловишь или водомера? Да. Ты может вывод. Вот тишко. Он человек тишко. Да. Можно, но основное порядок слов такой, что выполняются предложения. Да, да. Лен сильно не грузите. Она понимает. Вот как Теперь можно спросить, ты зерно собираешь, да? То есть глагол это поставить второе лицо, а зерно добавить правильно, еще раз более уверенно. Люкашкот. Да, потому что люкашкот это сложный глагол, разделяет. Зерно разделяешь, это между. Тон тыща люкашкот. Бен, мон вириш люкашкот. Например, я могу спросить. Человек, Тон губия путешкот. Тон губия путешкот. Губия. Ты грибы ловишь. Ук, я. Олёш. Со-олёш. Олёш. Он, да? Он. А как это алё? У него пияж такой, ему можно было, да? Человеческий облик. Ага. Солен, мне про самого Алексея рассказывать или про... Вообще про картину, да. Солен, пияж, штанга, жуте. Не, мы не говорим, что у него картинка, мы говорим, что это, вот, это герой, вот, ты про него рассказываешь. Это мальчик Алексей, он поднимает штангу. Олёш, штанга, жуте. Да, еще что-то узнала интересное? Могу про самого Алексея. Отлично. Алёш, Катя Шавешкинсо. Со Катя. Катя. Катя Керте. Пощ. Ага, Катя Пощкерте. Все? Кычемахулы, Катя. Катя Кычемахулы. Как поживает Катя? Катя. Лычко. Уле. Уле. Тушу мой. Сто. Илья, но Дима. С кем вы? С Димой были, да? Зечбур. Тон корка пуктушкод. Тон корка пуктышкот. Корка пуктышкот. Тоже мой. Но что из
Писпоса и ентышкот. Писпо, давайте в единственном числе. Писпо. Писпо и ентышкот. Уг, мон, калык, удмуртыш. Удмурт калык. Удмурт калык. Ё натышкот. Ага. Умой. Здесь смотрите, как бы нюанс такой, тут уже будет калыкес. Когда одушевленное, как бы про людей, то мы должны суффикс поставить. А дальше мы еще не договорили. У вас супер диалог, мне очень понравилось. Тау. Ага, Данила. Родион. Да. Можете вы тоже такой же живой диалог сделать? Благодаря такому больше фраз можете. То есть как вы работали, можете повторить, вопросы друг другу задавать. Деч. Дечбу. Кинто. Ну что? Монтелобудо. Мой. Катя, Данил, а можешь громче, тут девочки шумные? Мартин Кайчкот. Ага, Мартин Кайчкот. Мон люби пичешко. Умой. Ну что Мартин Кайчкот? Мон Кайчкот приждет. У меня вопрос по поводу порядка слов. В удмуртском языке правильный порядок слов такой, что сначала кто делает действие, то есть чушьял, например, потом что, губи и глагол в конце, бича. Это правильный порядок слов в удмуртском языке. Сейчас под влиянием русского порядок слов меняется, то есть не всегда глагол стоит в конце. То есть раньше такого не было? Нет, ну моя бабушка, например, она никогда глагол не ставит в середину, у нее вот на автомате глагол идет в конец. То есть это не использовалось как художественное выражение? В смысле? Ну, в русском языке, допустим, когда нужно между собой поставить. Нет, нет, вы только за счет интонации можете. Порядок слов ничего не... Хоть в чем. Так, а вы тренировали вопросы тон А, там шир А, вот эти с А, нет? Потренируйте потом. Коля, Маша. Сол куны, солем немыс каштанка. Солем кужире с вами. Кужирес каштанкалы лучшедры. Каштанкалы лущины душка и шея. Каштанка кужезе енота. Ага, лы. Кужезе. Кужезе ягоды, да. Ну, лы, кость, лы. Кость произносится как лы. Переводит. Ну, может быть, я в спешке, да, не говорю, поэтому, конечно. Да, мне показалось, где-то в одном месте было. Маша. Со Младина, со зарник дом уча. Ага, ищет золотые деньги. Зарни монет, если про монеты, это монет. Мой. Вы тренировали вопросы? Можем что-то изобразить, конечно. Нет, я в целом, чтобы Коля отличный текст, но Машу тоже надо тренировать. Еще где дурак Шерин? Дурак Шерин. Нет дураков. Так, ладно, так, давайте Юля и Надя. Так бабушку показывают. Вы диалог делаете? Ну давайте расскажите. Вы про друга рассказываете. Со песчаная Надя. Со Надя песчаная. У нас как бы характеристика имя. Со Джуч песчаная. Со Джуч песчаная, она русская бабушка. Нет, Джеч песчаная. Она хорошая. Добрая. А можно Джейч чуть Джеч песчаная. Марсо Каре. Что она делает? Со чешкит киринянь.
помогла, выделила глаголы. Вы их, пожалуйста, начальную инфинитив этих глаголов найдите. Хорошо? Угу. Так, Надя. Сон ваш, сон немыд маша. Немыз. Немыд. Не мы, не мыд, не мыз. Потому что сода. Сон немыз маша. Со тогда опускай, потому что это солен нужно. Солен. Нет, я хочу Солен. Солен немыз маша. Со жукшия. Со ческую чукшия. Скош. Чечеч. Яра. Пешанай. Пельнянь. Щеме воде. Пельнянь щеме споде. Банано. Пешанай, то не кунуятос. Угостить тебя, бабушка. Вы кто кунуя? Вот смотрите, вот здесь вот случайно, вот пожалуйста, ми ветлим театре. Ага. И видите, и здесь глагол не на последнем месте, а в тексте на последнем. В Это учебнике. учебник, да. Я случайно открыл просто. Так, Я Рома, про шир и про себя. Шир. Шир люфиш. Нет, это форма правильно. Правильно? Шир люка тыш. Тыш. Про себя. Точно. Мон кочиш. Мон коте. Човек. Човек. Глагол как еще? Куте. Нет, кутышко. Мон кочиш, мон човек кутышко. Да. Как сказать, я вкусную рыбу ловлю. Мон. Кутышко. Ты? Ческы. Ческы. Човек. Шере. Мон ческы човек кутышко. Ческы човек кутышко. Тауна. Тауна, пожалуйста. Лена Нумак. Со. Каца. Со. Варенье. Но. Вареня. На последний звук. Вареня. Но плюшкаус. Тушь. Яраты. Лен. Ага. Со толбабай, солен. Букет я созвоновой. Да. Солен мыз лена. Со шудон йос, пинал йос ливае. Детям игрушки приносят. Со пинал йос, туш ярате, но Пинал йосты, это живые люди, поэтому аккузатив с суффиксом должен. Пинал йосес. Пинал йосты или? Пинал йосты. Пинал йосты туш ярате, но шудон йосты, туш ярате. Ага, и игрушки Шудон тоже. шуданы, туш ярате. Любит играть сама? С собой. Интересно. Яра. Так, все, Ваня Доверящики, вы все рассказали, да? Ну что, давайте на сегодня грамматика закончилась. У нас последняя часть урока. Да, у нас часто бывает так, что мы 2 часа занимаемся, а не 1,5. Это я предупреждаю. Вот. Раз мы уже пришли, уже хочется... Я бы вам еще грамматики дала, но уже не буду. Вот. Значит, смотрите, текст вот на обороте. Мы сейчас о нем поговорим, посмотрим его. У всех есть, да? Значит, автор Флор Васильев, он родился в Ярском районе, в деревне Бердыши. Это один из самых наших таких крупных, известных поэтов. Может быть, кто-то из вас слышал такое стихотворение «Хватает Волги широты и синей, но с камнем она еще сильней. И для меня бы не было России без маленькой Удмуртии моей». Это стихотворение написал Флор Васильев на удмуртском языке. Вот его перевод на русский, он стал очень популярен. Есть песни, переложили на музыку. Вот. К сожалению, он очень рано умер в автокатастрофе. Ему было 45 лет, по-моему, да, 34-78.
Но он очень много стихов оставил. У него прям очень много блока стихов про природу, про Удмуртский край, вот про свою родную деревню, речку, очень много про маму стихов. И отдельный блок у него есть стихов про свою жену Фаину, которая очень рано умерла. Вот, и такая вот любовная лирика на удмуртском языке у него тоже есть. И в свое время Флор Васильев был тем человеком, вокруг которого объединялись другие молодые поэты, писатели. Вот в том числе, например, Владимир Романов, да, которому посвящается это стихотворение. Романов «лы», суффикс «лы» — это кому, дательный падеж. А в свою очередь вокруг Романова уже объединялись другие молодые писатели и поэты. Например, вот из его учеников Владимира Романова это известные Арсергий, Вячеслав Арсергий, Виктор Шибанов, Михаил Федотов, тоже был учеником Владимира Романова. Михаил Федотов — это единственный бессермянский поэт, который, к сожалению, тоже очень рано умер. Вот. Я прочитаю стихотворение, потом мы его разберем. Мне кажется, что во многом вот это стихотворение, оно вот именно про удмуртов, про их взаимоотношения с природой, про их близость к природе. Флор Васильев. Мон язычник. Мон язычник. Инмаре инкуаш. Мудоре мынам. Быде синбам. Султишко кемон чукна игваш. Шундылы ебыртышко поннам. Нюлескы кемон вамыштышко. Писпулы ебыртышко отын. Писпуос номон шореучко. Чипу кышкало нимынештым. Вашкишко кемон чукчи дуре. Кускожан ебыртышко шурлы. Вудулкым лыктесо худоре. Сооске мынам шлемелы. Потышко кемон пашкыт буде. Инмаре мынам вуиш юос. Моненчош одик кырчан гурес. Шипыртосо кущекыт шепьос. Мон язычник. Инмаре инкуаш. Мон солы гине ебыртышко. Сомыным шара кеноваш. Куаразе котькуно кылышко. Мон язычник. Инмаре инкуаш. Соноку угалдаос кишсе. Умнырын султитке соаже. Соноку узвожматы мышсе. Давайте попробуем перевести. Я буду переводить. Давайте по 2 строчки, наверное, нам хватит. Надя, читай 2 строчки, я потом буду вам прямо говорить. Мон язычник. Инмаре инкуаш. Мудоре мынам. Быде синбам. Мон язычник, да, ага. Инмар, Инмар, Бог, да, е мой Бог, инкуаш — это природа, Инкуаш. Инкуаш, да. Инкуаш, в свою очередь, из 2 частей состоит. Ин — это небо, куаш — это погода. Чебер-куаш — красивая, да, погода. Удмурты даже чаще говорят веселая погода, когда светит солнышко, шулдыр-куаш. Инкуаш. Мудор — это икона, алтарь, святилище. Мудор — это часть в пуале, в таких помещениях удмуртских храмах традиционных. Мудор — место, да. Мудоре мынам — моя икона. Мынам — это мой. Ну да, моя икона — это все небо. Да. Быдес — весь. Инбам — небо. То есть, видите, да, в 3 словах слово ин встречается. Ин — это небо, бам — лицо, да. То есть небесное небо. Небесное лицо — это небо. Юля? Видите, глагол султышко, да? Начальный инфинитив султыны, твердая основа. Ке — если. Если я встаю чукна утром рано, ваш, ик, аж. Если я встаю аж утром рано, да? Ваш рано, да? Ваш рано. Здесь вы даже можете себе вот прям слова, тут прям вот целые фразы, их можно брать в оборот.
Мон ваш чукна сутышко. Я встаю рано утром. Это нам все равно понадобится потом, когда вы будете про себя рассказывать. Мон ваш чукна ик сутышко. То есть ке убрали, порядок немножко сделали. Мон ваш чукна, я встаю рано. Да, мон ваш чукна сутышко. Сутышко. Ик сутышко. Зачем ик? Нет, можно без ик. Аж рано утром. Не надо аж. Так. Я хотела не. Шумдылы ебыртышко понна. Помогайте. Коля, Марк. Ебыртыны глагол. Молиться. Вообще основное значение у этого глагола вот ебыртыны это кланяться. Вот так. Кланяться, молиться. Потому что, например, я не знаю, вот Данила подтвердит или нет, вот у нас в Юнде, в Бессермянском селе, и в принципе даже у мамы Северной Удмуртии не принято крест ставить на могилах, на входе на кладбище. То есть мы ебыртышком, то есть 3 раза поклон делаем на входе на кладбище, обходим могилу по солнцу и кланяемся в ногах и в голове 3 раза ебыртышком. Вот теперь становится понятно. Вот, ебырты, говорят там, бабушка скажет, да? Ебырты, типа, поклонись. Ебыртышко, кланяюсь по нам про себя. Да? Шунды, у нас, по-моему, даже было в прошлом, да. Шунды солнце, лы кому солнцу. Маша. Давайте по одной строчке, потому что так переводить легче. Ке уже знаем, если я вамыштышко, шагаю, захожу, то есть как бы вшагиваю, да, иду в направлении. Нюлес это лес, нюлеск в лес куда? Если я иду, да, ну на русский мы да перейдем так. Если я иду в лес, Коля. Из пулы ебыртышко ты. Деревьям там поклоняются. Да. Тоже. А ты тоже там? Там. Отын это там. Из пулы дереву или деревьям тоже может быть значение. У нас часто в единственном числе группу, категорию мы обозначаем. То есть встаю рано утром, кланяюсь солнцу. Если иду в лес, то я кланяюсь дереву. Родион? Пискос, но мон шарючку. Ага. Деревья меня смотрят. Да. Моншоры на меня. Нам надо после лога, в удмуртском языке после логи. Я пока все так досконально объясняю, кто не понимает, извините, потому что, как бы есть лингвисты, которым это хочется вот сразу, чтобы по полочкам все было разложено. Вот, моншорючко смотрят на меня. Писпос – деревья. Писпос – но. И деревья тоже. Да? Вот помните, у нас было монно, да? Я тоже. Ага. Данила, да? Чик, тышкало и велосипед. Отрицательная форма, к которой мы не приходили сегодня. Чик совершенно. У кышкала не боятся. Мнештын меня. Чик у кышкала не мнештын. Вафишко кемон чупчидуре. Вашкишко кемон чупчидуре. Вашкишко. Да, вот эта тоже фраза была в прошлом тексте. Он был ишко, да, в таком. Да, шурдуре вашкишко. Я спускаюсь к реке Чепце. Чупчи это чепца. Чупчи. Дур это край для нас, вот, ну, к реке, вот Чупчи-Дуре, на край реки. Если я спускаюсь к реке Чепца. Кускужар, Бартышко, Шувы. Он тех Кускужар не знаю. Кус это талия. Кеске. Правь на русское слово, в финском кеске. Пояс? Поясный поклон реке кладу. Да, да. То есть кускужар, ну как бы сильно кланяюсь, вот так.
Кускожам, например, ребенок стоит рядом со мной, да, он говорит по пояс мне, кускожам. Кускожам по пояс. Ебыртышко шуры, кланяюсь реке. То есть куда бы ни пошел удмурт, он всем кланяется. Кланяется солнцу, кланяется реке, кланяется дереву. Олёш? Ву тулкым лыкте соку доре. Ву вода, по-моему. Да, тулкым волна, водная волна, вода, волна воды. Лыкте от глагола лыктыны, приходить. Соку тогда. Доре, ну здесь просто чтобы была рифма, вообще здесь имелось в виду, что ко мне должно было быть дора, по идее, да, ко мне. Значит, волна, вот он кланяется, и волна подходит к нему. А дор это не берег, то есть как... У дор есть значение еще дорын, дом, at home, дорын. Нет, это еще раз дур. Дур это край, вот как Чучидур, край. Марк? Оске. Аккуратнее с оске и оске. Оске это тошнит, а оске это верит. Оске. Оске, да. Она верит. Оске мы нам щулемелы. Да. Щулемелы это моему сердцу, да? Да, щулем это сердце, мы нам моему, она река верит моему сердцу. То есть я так понимаю, что верит в мои благие намерения. И знает, что я ничего плохого не сделала. Лена? Потышко, кемон, пашпит, луде. Если я выхожу, потышко, выхожу, если пашпит широкий. У луд два значения: поле и луг. Луд и луг. На широкое поле. Да, если я выхожу в широкое поле или на широкое поле. И море. И море, правильно. Да. И море нам выищ юос. Выищ. Да. Выищ юос. In mare mâna, мой Бог. In mar, Бог, да. Вуищ, спеющие. Это от глагола вуыны, причастие. Спеющие. Юос это зерновые хлеба. Ю это зерно, юос зерна, зерновые, множественное число. То есть в поле у него зерновые. Да? Надя? Монен чош убит курджангурес. Монен чош вместе со мной одну мелодию песни, одик один, кырджан песня, гур мелодия. Со мной вместе одну мелодию песни, ну или одну мелодию, одну песню. Юля? Щекыт шепьет. Шипырто от глагола шипыртыны. Вот сам глагол уже скрывает в себе, значит, шепчут, да. Шепчут тогда, соку тогда. Щекыт. Тяжелые по весу, да, здесь значение. Колосья. Шеп это колос. Мон язычник и море и плащ. Еще. Мон солы, гине, ебыртышко. Первая строчка, да, все понятно. Мой Бог по природе. Мон солы гине. Мон. Только ему. Солы ему. Гине только. Я только ему кланяюсь. Только природе. Это мой единственный Бог. Соманым шарауки, ващ, ворадзе, пырку, носовичков. Сейчас мы уже закончим. Он мне. Я насколько понимаю, даже если он вслух ко мне не обращается, Правильно. всегда я слышу его голос. Да, ващ это вожжены, это не рано, это от глагола вожжены, отзываться. Он мне вслух, шара это вслух. Если даже не отвечает, у кеноваш
даже не отвечает, не отзывается. Куаразы котькуно клычко. Я потом вам с переводом отправлю. Куаразы котькуно клычко. Его голос, куара это голос, котьку всегда, клычко слышу. Да. Мод. Я уже читаю. Мой язычник и маленькош, сонку, алда, паскичте. Он или она природа никогда, но ку никогда, ук алда не обманывает, ук пэя есть еще другое слово. Оскиш это верующий, тот, кто верит. Оскишсе своего верующего. Имнанын султыды кесо азе. Аже. Имныр это лицо из двух слов. Им и ныр. Рот и нос. Им это рот, ныр это нос. Если лицом встанешь перед ним, со аже перед ним, султит встанешь, это будущая форма. И Илья в верхнем предложении. Соноку узвозьмати мишсе. Узвозьмати мишсе. Узвозьмати мишсе. Узвозьмати мишсе. Узвозьмати мишсе. Ну, почти. Он, Она, да, природа или он, Бог этот, никогда. Узвозьмати не покажет будущая форма. Мышь свою спину, свою заднюю часть. Мышь, да? Я вам хотела просто пару картинок еще показать. Текст я вам отправлю с переводом, значит, не очень видно, да? Это старые фотографии, либо начало 20 века, либо там даже, может быть, конец 19 века. Это вот как раз моление, которое проходит. Вообще удмуртов вот это язычество под этим термином называют, скажем, ту исконную удмуртскую религию, которая была до любого соприкосновения с христианством, с исламом, потому что после начались подстраивания под христианство. Например, у удмуртов пантеон богов, он состоит из порядка 40 богов, духов, кутеч. Слушайте, давайте прежде чем уйдете, следующее занятие у меня просто не будет в следующую субботу. Давайте на неделю. Да, вот поэтому предлагаю вам провести на неделю, через неделю, 2, например, октября, это среда. Вы как? И потом в субботу традиционно 5 октября. 5 октября в субботу, в среду, в среду в 19:30. А среда это единственный день? 2 октября. Я во вторник не могу. 2 в среду, да? 2 нет. Да, так был чуть ли не наравне с главным богом. И когда удмуртская религия соприкоснулась с христианством, то стало больше вот этого, что есть верховный бог, инмар, бог, и что, то есть, а все остальные потеряли свою значимость. И вот здесь, вот это куала, они сохранились на юге республики, вот, например, Надя, откуда родом, да, тоже из Башкирии, там тоже есть. И эта вот куала, она родовая, туда род несколько раз в год в определенные дни собирается и проводит моления, и приносит жертву, варит кашу. А разве с Башкирией граничит Удмуртия? Да, Башкирия, да? Татарстан, Пермский край, Кировская область. И самые, то есть такие удмурты, которые сохранили лучше всего и язык, и традиционную религию, это удмурты, которые живут за пределами Удмуртии. Это Башкирия, Татарстан и Пермский край. Потому что позже присоединились к России. Сохранили удмуртскую... Языческие традиции. Да, и язык. Они очень многие бежали с территории Удмуртии, когда шла христианизация. Эти удмурты бежали на территорию Башкортостана, Татарстана, Пермского края, чтобы сохранять свою религию. И она у них сохранилась до сих пор. Но не крещенные. Башкирия, Пермский и
Татарстан. Татарстан. Да, и там вот сохранились вот такие традиции. Да, и еще вот хотела фотографию показать. Вот это как раз на кладбище фотография. То есть, когда удмурты приходят на кладбище, и бессермяне мы стелим скатерть на могилу, приносим еду, выпечку, едим, пьем, и в том числе и поем, да. И вот я как раз принесла тоже вам послушать, и этим мы сегодня завершим наш урок, послушать клещ, который напев. Это напев, в котором нет постоянного текста. Каждый поет то, что чувствует. И вот этот клещ, его поют исключительно на кладбище, либо на поминках, либо на похоронах. И он записан в 93-м году. Да. И он вот именно из моей деревни, из моего населенного пункта. Да, непонятные слова. там фактически нет слов, каждый просто свое эмоциональное состояние. За счет ялы, кеялы, вот таких наборов слов, которые не имеют значения сейчас уже утратили свое значение. То есть это именно какое-то, мне кажется, передача эмоционального состояния вот в этом клеще, например. Сакральный секретный утерянный язык. Крейзи. Речь, да, мелодия без слов. Есть мелодика, которую все знают, и вот в нее пытаются встроить свой как бы текст, то, что они чувствуют в данный момент. Никогда не бывает повторения. А была такая вообще похоронная традиция устраивать в палате над гробом? То есть выкапывается яма, над гробом еще полочка, и только